Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас погода теплая, чуть-чуть ветер есть, температура плюс 32 градуса тепла. Старшенький у меня пока в школе, отвезла я внука младшенького и решила я приготовить и вас угостить с пирожком. Пирожки я хочу сегодня печь с луком, с яйцом. В огороде лук хорошо вырос. Думаю, пора уже пирожки с луком с яйцом печь. Для этого я беру 2 стакана молока, готовим тесто, чайной ложки соли, 10 грамм сухих дрожжей, 2 яйца. И все это хорошенько перемешаем. Пока мы с вами приготовим тесто. Заодно я поставила вариться вкрутую 6 яичек и пучок лука. Лук берем столько, кому сколько нравится. Здесь у меня где-то 900 грамм муки. Я не могу сказать, сколько надо будет сюда муки. Потом я напишу. Вы знаете, что я все делаю на глаз. И многим надо рецепт. Что и сколько. Сейчас я сюда добавляю грамм 80 подсолнечного масла. И потихоньку начинаю сыпать муку. Смажу руки подсолнечным маслом. Вот какое тесто. Мягкое, эластичное. Закрываю пленкой пищевой и оставлю где-то на полчаса. Я взяла вот столько зеленого лука. Сейчас нарежу на мелкие кусочки. Нарезали лук. Сейчас почистим яичек. Цыплят я брала, я их заселила, и они растут. Многие подписчики переживают, что они воду не достают. Еще как достают. Я же знаю, они уже недельные. Были бы они суточные, они бы не доставали. Я специально чуть-чуть приподнято ставлю поилку, потому что мелкое сено попадает в воду, и они не смогут пить. И вода загрязняется. А так они спокойно подпрыгивают, достают и пьют. Они себя хорошо чувствуют, меня радуют. Я поставила туда кроватку маленькую, детскую. На ночь собираю пока их туда. Я боюсь, вдруг крыса заберет их. Но пока все спокойно. Крыс не видать, но могут завестись.
Ну, ходят у меня в сарае разные кошки, 3-4 вида. Я их кормлю. Они у меня кушают. Спасибо вам, мои хорошие, что со мной вы радуетесь, что советы мне даете, переживаете за меня. Мне это очень приятно. У нас хорошая новость, радостная новость. Мои дети Ивановы, как вам известно, заселятся в свой новый дом. Желаем им удачи. Спасибо вам, мои дорогие, что вы с нами вместе переживали. Да, были трудные моменты. То с землей что-то не получалось, то с крышей что-то не получалось долго. Да, дети натерпелись, переживали, конечно. Особенно приходится заботиться и управлять Розе, потому что зять болеет. Вы знаете, Роза она умная. Прежде чем что-то делать, она сначала думает. И слава Всевышнему, за что бы ни взялась моя дочь, все у нее получается. Дай Бог дальше, чтобы получилось им жить в любви, в согласии, в здравии, чтобы их сопутствовала только удача. Пишут, что смогу ли я поехать на новоселье. Пока, наверное, нет, потому что я еще не совсем выздоровела, во-первых. Во-вторых, я взяла маленьких цыплят. Юля целый день на работе, за ними нужен уход. Я могу детей Юльке оставить, огород Юля может полить салаватом. Да у меня мальчики сами поливают они. А в-третьих, я жду сестренку из Наваи. Вы знаете, что она тяжело больна. Завтра известно будет, на какое число они билет покупают. Она уже больше полгода лечится. Хороших результатов нет. Она живет в Наваи, лечилась в Ташкенте, Бухаре, Наваи, и что-то с анализами все плохо-плохо. Несколько раз получила химиотерапию. Один курс получала 22 дня, по-моему, лучотерапию. И в Ташкенте сказали, что с анализами вообще плохо. Мы очень переживаем. Теперь решили с братом, с его женой и с сестрой старшей, чтобы она приехала сюда. Брат у меня зяки живут в Стерлитамаке. Будем возить, обследовать ее. Если что, будет лечиться здесь. Все мы вместе сила. Мы все хотим, чтобы она обследовалась здесь. И кое-какие помощи материальные мы еще можем ей оказать. Поэтому мы приглашаем ее сюда. Самолет летит не из Ташкента, а из Бухары. Бухара, Москва и Бухара, Казань. Москва нам далековато, хотя есть у нас там еще один брат. Мы не станем его тревожить. Мы посоветовали ей билеты брать Бухара, Казань. Казань нам около 800 километров. Старший брат говорит, поедем сами, встретим ее прямо с самолета. Мы поедем втроем, брат с женой и я. Сюда соль. Насыплю сюда немножко перца. Можно зелень, укроп, например. Но у нас пока укроп не вырос. А в магазин я не стала ходить за одним укропом. Чтобы начинка не сухая была, немножко добавляю подсолнечное масло. Перемешиваю. Когда я корову держала, вместо подсолнечного масла я добавляла свежую сметану, деревенскую, жирную, жидкую.
тоже было всегда вкусно. А вы мне напишите, пожалуйста, что вы еще добавляете сюда. Я тоже буду рада читать. Да и буду готовить по вашему рецепту тоже. А вот пока я с вами разговаривала, тесто у меня уже поднялось. Ох, какое тесто! Тесто получилось очень хорошее. Воздушное. И мука хорошая, и дрожжи хорошие. Мои внуки, когда в огороде поливаем растения, каждый раз спрашивают: мамочка, когда мы будем пирожки с луком, яйцом кушать? Вот сегодня я их обрадую. На это тесто, сколько я сделала, начинка маловато. Я еще хочу пирожки печь с другими начинками тоже. У меня варится картошка, есть земляника. Хочу разные понемножку делать. Если даже тесто останется лишнее, мешочек целлофановый положу, хорошенько завяжу и ставлю в холодильник. Ничего не будет. Можно на следующий день что-нибудь еще приготовить. Можно их жарить, как лепешки. Можно и в духовке печь что-то. Все можно. Самое главное — захотеть. Да мои дети заселятся в свой дом. Дети рады, довольны. Дай Бог им благополучно, счастливо жить, заселиться, наконец-то успокоиться. А мы будем ездить отдыхать. В этом году Сонечка с Дианочкой закончат 1 класс. Они очень радуются, что скоро у них начнутся каникулы. У Дианы последний звонок 22 мая у первоклашек. А у Сонечки не знаю пока. Что-то у Розы я и не спрашивала. Сделала пирожков с начинкой с луком, яйцом. Остальные сделаю картошкой и земляникой. Как пахнет хорошо. Тестом жареным, вкусным, ароматным. Когда наша моя сестренка приезжает, мы любим с ней готовить узбекские блюда. Мне очень нравится узбекская кухня. Я балую ее татарской кухней. Тоже хочет щак-щак. Она тоже скучает по нашим блюдам. Бауырсак говорит, не получается, не то мука не такая, не то масло не такое. Да и у меня тоже бывает иногда хорошо получается, иногда плохо получается. Вот какая вкусняшка.
Тесто хорошо поднялось. Вот столько пирожков я пожарила с луком, яйцом. А сейчас буду жарить остальными начинками. Угощайтесь пирожками. Тесто получилось очень хорошее. Начинка тоже вкусная. Приятного всем аппетита! Вот столько пирожков я испекла. Тесто получилось изумительное. Мягкое. Воздушное. Потому что готовила с любовью. Я вам рецепт оставлю. Муку я использовала 950 грамм. Я под видео все напишу. Если вам надо маленькую порцию, вы можете готовить на 1 стакан молока. Стакан у меня 250 грамм. Готовила на пол-литра молока. На этом я свой влог заканчиваю. Желаю вам всего доброго, здоровья, удачи, благополучия. Всем пока-пока. До следующих встреч.